Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые участники круглого стола. Пользуясь случаем, мусульманское сообщество во всем мире празднует месяц рождения пророка Мухаммада. И в этом году Духовное управление мусульман Чувашской Республики совместно с Духовным управлением Республики Дагестан проводим празднование Рождества пророка Мухаммада в нашей республике. До обеда мы проводили в Батерском районе и с нашими гостями приехали в республику. И объединяющий момент всех мусульман, когда мы стараемся приблизиться и изучить историю пророка Мухаммада и более тщательно стараемся изучить его силу, этим просвещая наших прихожан, наших молодое поколение, решили провести тоже в республике праздник. И в рамках этого праздника тоже круглый стол на тему профилактики экстремизма и терроризма. На сегодняшний день считаем актуальная тема, потому что везде в информационных сетях распространяется как ислам, угроза обществу. Вот этим самым примером мы показываем то, что ислам, наоборот, призывает к добру. И в этой мероприятии, пригласили мы также власти. С нами присутствует заместитель министра культуры Архип Иван Петрович. Также Терошин Евгений Викторович,
Зинович, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Чувашской Республики. Шифранов Владимир Пантелеймонович, начальник Центра по противодействию экстремизму МВД России по Чувашской Республике. Также Тимофеев Михаил Сергеевич, руководитель научно-образовательного центра по противодействию экстремизму Чувашского кооперативного института. Также представители Общественной палаты и председатель национальных отношений Зинаида Викторовна Паршавина. Также в наших круглом столе участвуют наши гости Магомедов Ахмед Магомедович, заместитель муфтия Республики Дагестан. Абдурашитов Ахмад Зайнуддинович, ведущий эксперт по экстремизму имам Мутазид Чародинского района Республики Дагестан. Также с нами присутствует Абидов Махди Хаджи. И представители, руководители диаспор нашей республики. Также приглашенные гости хотели бы слово дать заместителю министра культуры Артикову Ивану Петровичу. Добрый вечер, уважаемые гости, коллеги, соотечественники, передач компетентных глазам, всех Багдашен. Разрешите меня приветствовать вас от имени министра культуры и дела национальности архивного отдела Чувашской республики Константина Игнатьевича Яковлева. Вкратце несколько статистических данных в отношении Чувашской республики. Государственная национальная политика осуществляется в тесном сотрудничестве с национально-культурными объединениями. Сегодня в республике действует 36 объединений. Они представляют 19 национальностей: чуваши, русских, татар, мордвы, мали, евреев, немцев, башкир, армян и других. Все они проводят многоплановую работу по реализации этнокультурных проектов. Особое внимание в их деятельности уделяется воспитанию культуры межнационального общения. Мы часто говорим, и из года в год это только крикнет, глава Республики Михаил Васильевич Игнатьев говорит, что сегодня в Чувашии в единой семье народов проживает представители 128 национальностей. Этнический состав населения имеет свои особенности. Абсолютное большинство населения республики состоит из следующих национальностей: чуваши 67%, русских 26,9%, татар 2,8%, мордва 1,1%. Зарегистрированы 324 религиозные организации. В конфессиональном плане около 95% численности населения является приверженцами православия, около 3% ислама. При всей своей многонациональности и более конфессиональности Чувашская республика в этнополитическом плане в течение длительного периода остается одним из наиболее стабильных и спокойных регионов Российской Федерации. Данный опрос общественного мнения, проведенного в 2017 году, показывает, что 90% респондентов межнациональные отношения в регионе оценивают положительно. Уважаемые друзья, коллеги, собравшиеся, с одной стороны, конечно, нет особого труда, чтобы нам жить и сохранять мир и дружбу между людьми, проживающими в территории Чувашской республики. Однако есть некоторые приверженцы, это было ярко выражено в Российской Федерации в начале 90-х годов, когда на почве религиозных принципов пытались истолковать неверно идеологические принципы, основанные любой религии, которая присутствует на земном шаре. И тем самым возрождали, так скажем, войны, террористические акты, экстремистские проявления. И тем самым, особенно у подрастающего поколения, прививали сознание того, что какая-то из религий или какая-то из национальностей является недостойным для существования на земле.
Поэтому на нас с вами лежит огромный груз ответственности всех здесь присутствующих. Неспроста здесь представители МВД, представители других организаций, которые работают над тем, чтобы прекратить экстремистские проявления, прекратить проявление терроризма. И этот груз ответственности мы, так скажем, в своей работе осуществляем для того, чтобы вот это мнение о том, что какая-то из религий или национальностей является недостойным, полностью отстранить. И вот эти вот такого рода круглые столы, они очень полезны для сохранения мира и дружбы в нашем регионе. Как я уже сказал, основные принципы любой религии – это мир, дружба, существование, семейные ценности, человеческие ценности. И хочу вас всех поздравить с замечательным днем, замечательным праздником, днем рождения пророка Мухаммеда. Для вас это, мусульман, большой праздник, мы это ценим и поздравляю вас, ваши семьи, желаем благополучия, достатка, мирного неба, как говорится, полного хлеба, что всегда хлеб присутствовал на ваших столах. Сейчас слово представляет Дорошина Евгения Петровича, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Чувашской Республики. Спасибо большое. Я присоединяюсь к поздравлениям. Сразу начну с того, что все-таки такой праздник должен принести во все дома, как сказали уже, мир и благополучие. Ну и самое главное, здоровье всем. Вот. Хочу сказать действительно, что обстановка у нас в Чувашской Республике в этноконфессиональных, межэтнических отношениях очень спокойна. Представитель антитеррористической комиссии Республики Татарстан не так давно приезжал у нас на занятия, и он отметил, что нужно изучать менталитет Чувашии, чтобы понять, почему здесь нет таких проблем, которые есть на территории Республики Татарстан. Несмотря на то, что мы рядом живем, несмотря на то, что у нас очень много и населения, исповедующего ислам, но мы с этой проблемой очень хорошо справляемся. С помощью вас, в первую очередь, с помощью объединений всех усилий в этом направлении. Очень рад тому, что коллеги из Дагестана приехали к нам. Для нас, для аппарата антитеррористической комиссии, всегда Республику Дагестан ставят в пример, потому что у вас есть эти угрозы, и вы на практике сталкиваетесь со всеми этими проблемами, и мы очень часто созваниваемся, даже вот на форуме в Красноярске мы были вместе с министром информационной политики Республики Дагестан, познакомились и пообщались, и тот опыт, который вы нам можете передать, он будет очень полезен. Опять же, на что мы должны в первую очередь обратить внимание, да, и мы обращаем, да, наверное, внимание, это на воспитание нашей молодежи. Все наши мероприятия, которые мы проводим, да, совместно с национальными диаспорами, с автономиями, они направлены на воспитание нашей молодежи. Как мы ее воспитаем, так у нас дальше и будет развиваться наша республика. И молодежь нас понимает, активно участвует. Хочу отметить, что впервые, даже если раньше мы в аппарат Национального антитеррористического комитета по предупреждению направляли статьи на тему экстремизма и терроризма, да, и борьбы с ним, то в этом году мне очень приятно, что практически все вузы нашей республики откликнулись, и порядка 20 преподавателей, педагогов, там, профессоров готовы изложить эту тематику именно от Чувашской республики в этих, так сказать, общероссийских печатных изданиях. Ну и думаю, что общение наше продолжится. Мы всегда открыты для общения с вами. В любой момент звоните, мы поддержим любое ваше начинание, Мансур Хазрат. И нам приятно, когда вы нас приглашаете, особенно туда, в Батыревское направление. Нам больше всего понимают опасность этого явления. И с удовольствием примем участие и окажем всяческую помощь. Спасибо.
Спасибо. Уважаемые минуты. Сейчас слово предоставляем нашим гостям. Приветствую слово Мавлид Аджи Абдулин. Ассаламу алейкум Мир вам, вашему дому. И пусть этот месяц для каждого из нас станет примером, как проводить оставшийся год. Говоря о примере, о опыте дагестанцев, мы что можем предложить? Это не сколько опыт дагестанцев, это опыт посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был неспослан именно в то время, когда тогда, наверное, такого термина не было, терроризм и так далее, но действия и деяния были похожи на это. Потому что человек не мог выходить из села, как его уже воровали уже люди другого села и продавали третьему населению. Вот такое положение в это время пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И есть такой рассказ, когда один из подвижников по имени Хабаб ибн Ад-Арат, радийаллаху анху, обратился к пророку и сказал: о посланник Аллаха, смотря на то, что как притесняют людей, попросить помощи у Всевышнего, обратись за помощью. Посланник Аллаха ответил: даже не понравилось то, что он так пожаловался, то, что не проявил терпения, и сказал, что настанет такой день, когда женщина одна может совершать путешествие от Сана до Мекки. Это расстояние Сана, это столица Йемена, до Мекки, не боясь кроме Аллаха. То есть завершением вот этой пророческой миссии будет то, что люди будут настолько себя спокойно чувствовать, в то время-то человек из села не могут уходить, а тут настанет такой покой, что люди могут вот так перемещаться с места на место, не переживая ни за что. И как раз таки суть нашей религии, суть ислама заключается тоже в том, что мы, где человек-мусульманин находится, люди чувствовали покой и спокойствие. А проблема тех людей, которые как-то от имени религии выступают, это как раз таки непонимание этого вопроса. И не меньшая проблему делает то, что наши братья из других конфессий, смотря на ошибки людей, оценивают целиком ислам. Это тоже большая проблема. Хотелось бы, чтобы на это тоже мы уделили внимание. У всех свидетелей, как женщина, давая интервью после вот этих исламских событий, она сказала: все, что мы хотели, я хотела узнать об исламе, я увидела это в исламе. Она сказала. И вот эта ошибка, она тоже вот определенных людей против кого-то настраивает. А вообще тоже нельзя. И доводя именно до людей то, к чему посланник Аллаха призывал, суть религии, а вот эти такие месяцы, как месяц Рабиуль Ауаль, они служат поводом для того, чтобы люди на самом деле понимали призыв пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к миру и доброте. Вот она поможет нам, как говорится, вот этот перешагнуть именно вот эту проблему тоже. Мы с помощью Всевышнего уверены в этом, просто нужно довести до людей, не только до мусульман, но и не мусульман тоже. И у нас время тоже ограничено. Завершу свой рассказ дагестанской притчей. Когда люди, которые, скажем так, у нас мы религиозные люди, религия для них, а мы бизнесмены, мы политики, мы кто-то. И люди, религию, когда оставляют в стороне, как раз таки именно оттуда начинает возникать эта проблема тоже в будущем. Поэтому Бог говорит такой случай, когда в сарае хозяин установил мышеловку. И увидел мышеловку, мышка забеспокоилась. Она говорит, обратилась к овце, которая там, и говорит: овца, здесь мышеловку установили, нам что-то надо делать, проблема грядет. Она говорит: это не овцеловка, это мышеловка, это твоя проблема, и занимайся этой проблемой. Обращается она уже дальше, курице. Курица тоже отмахнулась. Обращается она к корове, корова тоже отмахнулась. В итоге, говорит, в эту мышеловку попадает змея.
Хозяйка заходит туда, доит корову, и вот эта змея кусает эту женщину. Начинается паника, отвозят женщину в больницу. Ну, как мы все знаем, какой бульон полагается для больных? Куриный же бульон. И курица, которая говорила, что это не ее проблема, оказалась в кастрюле. Далее гости начали ходить, зарезали овцу тоже. И как вот после похорон некоторые люди делают милостыню, садака, и корову тоже закололи. Вот те все, которые говорили, что это не наша проблема, оказалась их проблема. Поэтому мы тоже говорим, что люди, будь это политики, будь это бизнесмены, скажем так, кто бы ни был, наверное, мы все должны за проблемы нашей страны, за это переживать и находить выход из этой ситуации. А выход для этого нам посланник Аллаха оставил. Мусульманин тот, чья рука и язык не вредит другому. Это просто сказано двумя словами. Поэтому будем стараться не вредить и будем стараться учить не вредить. Спасибо за внимание. Спасибо большое за содержательное выступление. И сейчас слово предоставим Шифрану Владимировну Антоновичу, начальник Центра по оперативной действия экстремизма Добрый вечер, уважаемые участники стола, уважаемые гости. Я действительно, во-первых, присоединяюсь к тем поздравлениям, которые сегодня прозвучали. Действительно, месяц, большой праздник для исповедующих ислам. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям еще раз. Хочу пожелать вам мира и добра. Ну, то, что касается той работы, которую мы проделываем, хочу сказать, что экстремизм, каким бы формах он ни проявлялся, является опасным и непредсказуемым по последствиям социальным явлением. Проявление экстремизма в Российской Федерации в последние годы приобретает все более опасный и жестокий характер. Это выражается в совершении различных преступлений экстремистской направленности, начиная от нанесения побоев или причинения вреда здоровью граждан определенных национальностей, исповедующих другую религию, имеющих иной цвет кожи, заканчивая совершением убийств и актов терроризма. На первый взгляд может показаться, что проблема экстремизма далеко не самая важная, так как количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности ничтожно мало по сравнению с преступлениями иных видов. Но каждая из них крайне опасна, так как посягает на мир и согласие между различными национальностями, религиозными и социальными группами российского общества, на угрозу жизни и целостности государства. Именно в этом заключается главная опасность экстремизма нашего общества. Неуважительное отношение к российским традиционным конфессиям способствует формированию предпосылок к экстремистским проявлениям религиозного характера, в том числе и на бытовом уровне, возбуждение религиозной розни и антиобщественными действиями по религиозным мотивам. По сравнению с республиками Северного Кавказа, откуда прибыли у нас наши гости, в нашей республике проявление экстремизма мало выражено. Однако в последнее время наблюдается динамика ежегодного роста числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. Все они связаны с размещением в социальных сетях интернет-материалов экстремистского характера, направленных на возбуждение ненависти представительных иных национальностей. В настоящее время интернет выступает идеальным инструментом пропаганды террористической и экстремистской деятельности, а также уникальным средством поиска и вовлечения новых лиц в противоправную деятельность. Причинами тому является возможность широкого охвата аудитории, высокая скорость распространения информации через интернет-ресурсы, блоги и социальные сети. К причинам использования социальных сетей интернет, как средства пропаганды, также можно отнести возможность анонимного ведения противоправных действий. Так у нас в 13-14 годах также имелось место на территории нашей республики случаи пропаганды идеи радикальной организации, таких называемых Таблик Джамат, и жители Батовского и Комсомольского района республики приезжали сторонники данной запрещенной организации из Пензенских и Юлианских областей. Экстремизм – это болезнь, лечить которую необходимо на ранней стадии развития. В связи с этим нами, взаимодействуя с другими правоохранительными органами, представителями мусульманского духовенства, Русской Православной Церкви, Министерством культуры и образования проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения вовлечения жителей республики
в экстремистскую и террористическую деятельность. В целях выявления лиц, исповедующих радикальные формы ислама, проводятся специальные профилактические мероприятия в местах проведения религиозных культов. Помощь в данном направлении, большую помощь оказывает представители мусульманского духовенства. В связи с этим я хочу особо поблагодарить представителей мусульманского духовенства на территории Чувашской Республики, которые всегда помогают нам при возникновении каких-либо ситуаций, связанных с проявлением экстремизма. Под контролем находятся также у нас лица, ранее осужденные за участие в международной террористической организации Хизбут Тахрир аль-Ислами, которые проживают на территории нашей республики. По нашей информации, они не отказали от своих преступных намерений. Один из них в этом году снова привлечен к уголовной ответственности за распространение в социальных сетях материалов экстремистского содержания. Также с нами проводятся рабочие встречи, как сегодня уже находятся, лидерами национальных диаспор, в ходе которых отрабатывается информация о участии их представителей к совершению экстремистских действий и распространению радикальных идей. Согласовываются единые подходы к борьбе с экстремизмом. В целях недопущения проникновения на территорию республики членов или сторонников международных либо экстремистских организаций проводятся профилактические мероприятия в местах проживания, как иностранных граждан, осуществление ими трудовой деятельности и места проведения досуга. В результате доля преступлений, совершаемых представителями этнической национальности, крайне незначительна, и влияние на криминогенную ситуацию практически не оказывает. Взаимодействие с сотрудниками управления по службе управления УФСИН по Чувашской Республике проводится у нас специальные мероприятия в отношении лиц, осужденных за преступление террористического и экстремистского характера в целях пресечения фактов распространения идей радикального ислама среди осужденных. У нас на территории республики для сведения отбывает наказание более 20 лиц, которые были причастны к экстремистской террористической деятельности. Также следует не забывать, что на сегодняшний день наметилась тенденция увеличения количества иностранных студентов, прибывающих для прохождения обучения в вузах республики, в том числе, которые прибыли из стран с повышенной террористической активностью. На сегодняшний день у нас в республике обучается более 1400 представителей из 45 стран ближнего и дальнего зарубежья. В взаимодействии с Министерством образования ведется у нас систематическая работа по разъяснению иностранным студентам норм действующего законодательства, предусматривающих ответственность за проявление экстремизма и терроризма. Привлечением представителей мусульманского духовенства, вот я еще раз повторяюсь, что все проводимые профилактические мероприятия с иностранными студентами, иными представителями, всегда проводятся взаимодействие именно представителей мусульманского духовенства. То есть в этом при проведении профилактической работы и разъяснении студентам они оказывают нам большую поддержку в этом данном направлении деятельности. Благодаря принятым мерам фактов вербовочной деятельности экстремистской организации и сообществ в отношении молодежи учебных заведений в республике настоящего не выявлено. Это вот тот труд, который мы проводим совместно. В целом обстановка в Чувашской республике, как уже отмечалось, сохраняется достаточно стабильной. Фактов пропаганды и распространения радикального ислама не выявлено. Межнациональных и межконфессиональных конфликтов не допущено. Однако, в условиях нарастающей напряженности, в том числе в сфере религиозных отношений, вопрос профилактики экстремистских проявлений наиболее актуален. Сложившийся стереотип по стабильности межконфессиональных отношений в нашей республике не повод для самоуспокоения. Положительные результаты по недопущению распространения радикализма и религиозного экстремизма в нашем обществе можно достигнуть только совместными усилиями представителей религиозных конфессий, глав городских, районных и поселковых администраций, средств массовой информации и лидеров национальной диаспоры с институтами гражданского общества. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Петрович. Сейчас следующим выступающим у нас гость из Дагестана Абдрашидов Ахмад Зайнудинович, ведущий эксперт по экстремизму, имам Мутасиб Чанадинского района. Добрый вечер. Я испытываю некую робость перед высокими людьми, тем не менее постараюсь выразить основную мысль. Здесь есть такой, я начну издали, есть такой анекдот,
решили, говорит, родители проверить, кем станет их сын, когда вырастет. Оставили на стол пачку денег, колоду карт, Библию и бутылку вина. Если возьмет пачку денег, значит станет банкиром. Если возьмет колоду карт, значит станет шулером. Если возьмет Библию, значит станет священником. Если возьмет бутылку вина, значит станет алкоголиком. Сами, говорит, спрятались и смотрели. И, говорит, сын, говорит, вошел в комнату, посмотрел, взял пачку денег, пересчитал, положил в один карман, взял, говорит, колоду карт, потасовал, положил в второй карман, открыл Библию, посмотрел, положил в третий карман, открыл бутылку вина, хлебнул и положил в четвертый карман. Тогда, говорит, родители переглянулись и сказали: о Боже, наш сын станет политиком. Это, конечно, анекдот, но он показывает отношение нездоровых политиков, грязных политиков, отношение к тем вещам, которые люди относятся с очень большим трепетом. Здесь на самом деле говорилось о том, что нельзя недооценивать сегодня проблему экстремизма. Я, например, мы с этой проблемой сталкиваемся уже с 96-97 года, более 20 лет. И иной раз, когда мы смотрим на человеческие ресурсы, на материальные ресурсы, вроде бы как не должно быть всплеск. Вдруг начинается всплеск. Потом, через 2-3 месяца обнаруживаешь, что они сделали очень блестящий ход. К примеру, в 2008 году в Дагестане произошло объединение экстремистов, экстремистских групп с бандитскими кругами. Объединение прошло. Представляете, все бандиты, которые сидели в местах лишения свободы, которые имеют очень большой опыт в плане воровства, в плане убийств, имеют именно такой нехороший опыт, эти люди стали экстремистами в течение 1 месяца. Почему? Потому что эти люди, у них нет такого большого сознания. Также люди, которые делают это все в корыстных целях. Почти во всех случаях, может быть, 1-2-3 случая исключения. Этот шаг не был шагом, до которого додумались экстремисты. Это было лоббирование и курирование из-за рубежа. Понимаете? То есть там много было таких блестящих шагов. Если любой человек, он изучал, например, маломальский человек, который изучал систему привлечения масс, политтехнологий. В Дагестане экстремисты 10 лет тому назад, 9-8 лет тому назад, исследовались самые передовые, самые современные политтехнологии для привлечения людей в свои ряды. Была своя газета с использованием методов, которые признаны как методы НЛП. Вы представляете масштаб? Где редактор обучался в Америке газете «Чикаго Трибюн». То есть привлекались, аудитория этой газеты, это кто? Интеллигенция. Вторая категория. Плотно работали со спортсменами. Во всех спортзалах была плотная работа. Плотно работали с властимущими людьми. Когда уже не было властимущего, если это будет, конечно, чуть-чуть громко сказано, большая часть весомых властимущих людей была связана напрямую с формированием по политтехнологиям. Если люди хотят завоевать общество, с какими категориями они имеют контакт? Со спортсменами, властимущими, бизнесменами и интеллигенцией. Все 4 категории были охвачены успешно. Если вы общались бы сами с этими людьми, экстремистами, то давно бы тупые, ограниченные люди. Это не то курирование, до которого они додумались сами. Это то курирование, которое делалось из-за рубежа. Почему это происходило? Потому что Дагестан получилось так, что там пересекались интересы более дефицитных государств. Это вообще известно. Имеется в виду среди политиков, есть такая наука, как геополитика, и те люди, которые изучали ее, это недостаточно хорошо знают. Сегодня это
религиозный может быть экстремизм. Завтра с таким же успехом его можно сделать национальным экстремизмом. Методы одни. Послезавтра его можно сделать социальным экстремизмом. Понимаете? Можно найти любое отличие и делать на нее ставку. И здесь, конечно, нужно, чтобы наше общество созрело. А если мы говорим непосредственно про ислам, любой человек, кто маломальски изучал жизнь посланника Аллаха, пророка Мухаммада, он знает, как посланник Аллаха относился к тем людям, которые относились к нему враждебно. Я не говорю, как он относился к врагам, потому что он не относился к ним как к врагам. Я говорю, как посланник Аллаха относился к людям, которые к нему относились враждебно. В течение 15 лет. Этого любой человек может изучить сам. Если вы можете подумать, что я там приукрашиваю как мусульманин, вы можете, имеете право не доверять мне. Но это вы сами можете посмотреть, как посланник Аллаха относился к тем людям. Например, битва при Ухуде, сами посмотрите. То есть во время, когда мусульмане терпят поражение, когда большая часть сподвижников убита, огромное количество. Сам любимый дядя убит, сам посланник Аллаха ранен, тетя его ранена рядом. И в это время, когда ему сказали, посланник Аллаха, попроси Всевышнего, чтобы он уничтожил этих людей. Вы же видите, каким ненавистью и жестокостью к нам относится. Посланник Аллаха поднимает руки и говорит: Аллаху мутабанный хейна тайра. Аллах, хейр нас этому народу, оставил на истине, Бог не пролил прости. Пояснения он не знает. На 15 лет ненависти и злобы посланник Аллаха отвечает: человеколюбием и милостью. Если пророк Мухаммад не питал бы к ним любви, а питал бы ненависть, смог ли бы он в этот момент обратиться ко Всевышнему именно с этой мольбой? Нет. Я говорю о прописанных истинах. Понимаете, эта вещь не то, что это отдельная тема. Отдельная тема большая. Просто сегодня за 15 минут мы же не можем раскрыть, например, суть науки химии, суть науки физика. Это большая тема. Когда мы говорим об отношении посланника Аллаха к экстремизму, мы как мусульмане говорим, что у посланника Аллаха есть изречение, где он говорит про экстремизм. Таких изречений более 100. И в этих изречениях посланник Аллаха дает оценку экстремизму, дает такую оценку, настолько жесткую, какой он не давал никому в жизни. Ни убийцам не давал, даже убийцам не давал такую жесткую оценку. Никому. Посланник Аллаха говорит: это самое худшее из творений. Самый худший из всех творений. Не худший из верующих, не худший среди арабов, не худшие среди людей и всех творений. Понимаете? Это большая тема. И просто мы говорим, это проблема, мы говорим опять-таки, не проблема ислама. В любом обществе можно найти 1, 2, 3 инакомыслящих человека. Это инакомыслящими не бывают сознательные люди. Ни несознательных, ни образованных. Наоборот. И на них делалась ставка. И делается. Пока тоже будет делаться. Потому что мы видим, да, что происходит в мире. ИГИЛ тоже, опять-таки, все знают, да, будем откровенны, все знают, это чей продукт. И на этом не собираются же останавливаться. Сегодня, вот, сказали, что, имеется в виду, была захвачена мечеть Аль-Акса. Так же, да? Мечеть Аль-Акса. Сказали, она захвачена. Получается, это опять-таки провокация, чтобы кто-то подумал: это наша мечеть мусульманская, неужели я пожалею свою душу? Будут кто-то эту тему раскачивать. Пожалею свою душу ради дома Всевышнего, чтобы и люди, у которых нет оружия, шли на тех людей, которые сидят в танке. Понимаете? Потому что, видите, какие
акция, и они будут вести себя дальше тоже. Я надеюсь, я думаю, вы видели, например, эти лекции профессора Жданова. У него есть такая очень интересная большая лекция, называется «Алкогольный торговля против России». Я думаю, вы их смотрели. Там говорится, имеется в виду, планы мирового закулисья. Он говорит, по этому плану есть золотой миллиард, у них есть план уменьшить народонаселение до России, до 20 миллионов. Это те люди, которые будут добывать нефть и газ, продавать им. Не продавать, а отдавать. Надо уменьшить народонаселение земли. Россиян нужно уменьшить. Чем? Алкоголь. Русскую нацию. Мусульмане чем? Которые не подвержены проблеме алкоголя. Физически уничтожение. Как? Стравливание. Это большая тема. Большая тема. Пока общество не созрело, пока нет специалистов, имеется в виду, пока специалистов не так много, на этом обязательно будут люди делать свою политику. К сожалению, это правда. Я извиняюсь за свое многословие. Спасибо большое за такое содержательное выступление. Сейчас слово предоставляю нашему уважаемому Алсакану Димофеевичу, руководителю научного образовательного центра «Право противодействия экстремизму государственного корпоративного института». Уважаемые участники нашего круглого стола, уважаемые дорогие гости из Республики Дагестан, сегодня мы обсуждаем вопросы противодействия экстремизму. Это достаточно актуальные и сложные вопросы. И понимая это, мы в Чебоксарском кооперативном институте создали научно-образовательный центр противодействия экстремизму, который занимается научной, просветительской и методической работой в условиях тесного взаимодействия с органами власти, религиозными организациями и общественностью. В качестве приоритета своей деятельности мы выдвинули такие направления, как разработку вопросов теории и практики противодействия экстремизму, просветительская работа, мониторинг правоприменительной практики, работа с молодежью, которая направлена на оказание помощи в полноценной социализации нашей молодежи, на ее просвещение, на повышение культурного мировоззренческого уровня нашей молодежи, с тем, чтобы был выше у нашей молодежи иммунитет к экстремизму, невосприимчивость экстремистской идеологии, чтобы она меньше поддавалась на уловки различных вербовщиков, которые пытаются завербовать нашу молодежь в секты, в экстремистские организации и в террористические организации. Примечательно, что в этот праздничный день к нам в Чувашскую республику прибыла делегация Духовного управления мусульман Республики Дагестан, муфтием которой является широко известный религиозный деятель шейх Ахмад Афанди. Вот ваш визит, обсуждаемые вопросы, наша совместная деятельность свидетельствует о том, что расширяется гуманитарное сотрудничество между нашими республиками, укрепляются связи между Духовным управлением Республики Дагестан и Духовным управлением Чувашской республики, а также Духовным собранием мусульман России, муфтием которой является наш земляк, муфтий Духовного управления мусульман Чувашской республики Альбир Хазрат Карганов. И расширение наших, вот, так скажем, горизонтальных связей, наши усилия, направленные на обоюдное понимание стоящих перед нами проблем, свидетельствуют о том, что повышается наша сила, наша мощь в противодействии экстремизму и терроризму. Мы можем и
и должны укреплять наше сотрудничество по гуманитарной, по религиозной линии, с тем, чтобы упрочивалась как исламская солидарность в наших республиках, в России, взаимопонимание, росла сплоченность и благополучие во всех регионах России, чтобы мы обеспечили будущее наших детей и будущее России. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Сейчас слово предоставляем нашей самой активной даме среди нас. Это председатель нашей комиссии по культуре и профессиональным отношениям и информационной политике Зинаида Викторовна Павшарина. Хочу отметить то, что в социальных проектах Духовного управления Чувашии, которые реализуются проекты на местном уровне, например, в Батьковском районе, 3 года тому назад было организовано мероприятие «Встреча следующих поколений». Это мероприятие для сохранения семьи и пропаганда ценностей и традиций семейных ценностей. Вот, по поддержке нашего общественного палаты Чувашской Республики в этом году мы провели на республиканском уровне в Доме Музея художественного искусства. Там были пары долгожителей, которые 50 и более лет совместно прожили. Потому что раз мы всегда говорим, республика многонациональная, и в этом мероприятии присутствовали разные юбиляры разных национальностей, которые вот, этим и мероприятием хотим показать то, что у нас в республике по межконфессиональным и межнациональным вопросам у нас, слава Богу, на сегодняшний день проблемы нет. И мы всегда принимаем участие в разных круглых столах и представителей ислама, и представителей христианства. Также вот, хочу, чтобы Зинаида Викторовна сама отметила вот эти моменты, то, что проводится в нашей части республики. Во-первых, уважаемые присутствующие, я хочу поздравить всех собравшихся в зале мусульман с праздником, с месяцем рождения пророка Мухаммеда и Мавлида. Сегодня я вот готовилась к этому нашему круглому столу и почитала, конечно, об этом празднике и почувствовала, насколько близко его настроение нашему православному Рождеству Христову. И ваш праздник уже с вами наш только предстоит, мы сейчас готовимся к нему, и наши дети учат в воскресных школах молитвы и песнопения, в которых прославляется Иисус Христос. И так же, как вы сегодня будете прославлять, как вы месяц прославляете пророка, так прославляется наш Иисус Христос. Это одни и те же, собственно говоря, методы. И это говорит о том, что мы, в общем, братья и сестры. И так же, как сегодня вы будете прославлять его, так наши дети будут прославлять Иисуса Христа все святки, светлые дни. Вот о чем хочу сказать, что мне вспомнилось еще сегодня. Мне вспомнилась своя личная история. Начиналась моя жизнь в коммунальной квартире. В этой квартире было 3 комнаты, в которых жило 3 семьи: чувашская, русская и татарская. Утром моя православная бабушка зажигала лампадку и молилась у иконы, потом давала мне просфору. Днем меня угощала своей замечательной выпечкой наша татарская баба Шура, звали меня. Бабушка в мусульманском платке, которая ходила всегда. В общем, я буквально с рождения знаю, что такое быт мусульманский, потому что это было рядом. Вот. Ну, наша бабушка Оля, тетя Оля, кормила меня своими чувашскими пирогами. И вот с тех самых лет я знаю, что, в общем, я знаю, что такое моя многонациональная, моя замечательная Россия. Вот. Но когда я стала взрослее, другая моя бабушка, которая жила в Киеве,
рассказывала мне о том, как в гимназию, в которой она училась, еще до революции, приходил православный священник Ксенц Яровин. И девочки-гимназистки расходились по классам, чтобы изучать свою веру. И даже если в классе была одна мусульманка, то к ней тоже приходил, я так думаю, имам, который ее тоже учил. И ни у кого никаких вопросов по поводу организации учебного процесса не было. Вот с тех пор я помню, что и понимаю, что никаких разногласий у верующих никогда не было и нет. Вот. Ну, когда сейчас я слушала уважаемого Ахмада Зайнудиновича, честно говоря, мне немножко даже страшно стало, потому что я понимаю, что нас хотят взорвать изнутри просто-напросто. Дело в том, что нас невозможно, в принципе, друг с другом поссорить православных истинно верующих и истинно верующих. У мусульман нас просто невозможно поссорить. Это невероятно, потому что у нас очень много общего. У нас очень много общего. Мы смотрим на все буквально, на экономику, на общественные процессы, вещи в обществе, на образование, на воспитание. Мы смотрим одинаково, просто мы выражаемся по-разному. У нас разные языки, у нас традиции, да, вот мы немножечко в других позициях находимся, но тем не менее мы друг друга прекрасно понимаем, и нам нечего делить. Нас невозможно поссорить. Но те, кто хочет пробудить агрессию и экстремизм, они, конечно же, направляют ее не просто против веры, они направляют ее против народа. И это действительно, я вот вас слушала, на самом деле, вот эти процессы, которые ислам затронули раньше, сейчас они, по всей видимости, будут катиться катком по православным, потому что я понимаю, что есть вещи, которые идут уже сейчас, вот, внедряются на уровне сознания. И действительно, у нас вот это вот даже, сейчас эти процессы православия, они как бы не очень сильно видны, потому что ретушируются, но тем не менее есть силы, уже сейчас уже есть объединения, которые с православным флагом, с иконой впереди идут, значит, с крестом, они вроде бы как православные, но методы у них экстремистские. И мы это понимаем, у нас священники иногда пугаются, да? А иногда не пугаются, они принимают это, потому что им кажется, что это же благословение там какое-то кто-то дал. Вот. Тем не менее, вот эти процессы, они действительно страшные. Вот. И нам нужно всем тут, взявшись за руки, просто-напросто против них идти, поскольку если мы, допустим, нас действительно уничтожат, у нас действительно останется этот самый золотой миллиард, если мы дадим волю тем, кто хочет заняться этим, для кого это выгодно. Вот. Поэтому мне кажется, что важнее всего на сегодняшний день все же думать о детях. И если мы какую-то часть детей упустили, нам надо думать уже, чтобы не упустить внуков и тех, кто за ними придет. И, на мой взгляд, никаких других методов не существует, кроме как воспитания в вере. И здесь, мне кажется, мы должны чаще и больше об этом говорить, чтобы власть придержащие нас услышали, что мы должны воспитывать детей в традиционной вере. То есть, если ребенок в православной семье, то пусть он в православной вере воспитывается. Если он в исламской семье рожден, пусть он в этой вере произрастает. Потому что если мы допустим какие-то вот эти вот курсы, скажем, вот они привычные, обычные, они как бы очень объяснимы с точки зрения неверующих. Вот когда идет курс, различные культуры преподаются в одном, да, это светская этика там и так далее. У ребенка-то в голове полная путаница. Ребенок не обретает эту мировоззренческую основу, он ее никогда не приобретет. И пока у нас считается это страшным, что в класс приходит священник и учит вере, пока, значит, власть придержащие считают, что нет, у нас светская школа и в ней нельзя детей учить вере, пока вот мы не переломим эту линию, у нас так и будет вакуум, который быстренько заполняется экстремизмом. Там на эту почву вакуумную очень хорошо посеять все можно. Все накидать туда можно. И если у человека нет веры, то его всегда можно своротить в какую-то
в какую-то сторону, и это чаще всего это будет псевдорелигия, и это будет экстремизм. Поэтому нужно, мне кажется, здесь, может быть, это вещи и какого-то отдаленного будущего, но все же нужно думать о том, чтобы объединяться вот в этом движении, требовать от государства, чтобы оно давало возможность. Дети у нас очень загружены в школах, безумно загружены. Но они загружены тем, что, может быть, им в жизни никогда не пригодится. А вот то, что им необходимо, и что нужно для того, чтобы страну сохранить в целости и сохранности, чтобы страна сохранилась, да, чтобы народ сохранился, вот это в школах им не дают. И вот с этой точки зрения, мне кажется, мы должны в одном направлении двигаться и об одном и том же говорить на разных уровнях, потому что иначе мы придем к развалу полному. Вот. Но что касается, я очень хочу поблагодарить Мансура Хадрата, потому что его деятельность действительно, она как раз вот направлена на то, чтобы сохранять в детях, в молодежи вот это какую-то целостность мировоззрения. Вот. И мы участвовали в этом замечательном мероприятии, было летом Сабантуй, когда собираются детский Сабантуй, когда собираются со всей республики дети. И на этот праздник, и мы видели, какие там были шакирты, с какими они выступлениями выходили на сцену. Это очень радует. И все-таки должны говорить не просто о том, чтобы сберечь людей от того, чтобы они там в эти секты попадали, а именно двигаться в направлении образования. Спасибо. Спасибо большое, Геннадий Викторовна. Наверное, наше мероприятие подходит к концу. И подведя итоги нашего обсуждения, хотел бы сказать, в действительности проекты, которые организованы по линии Республики Чувашии для сохранения стабильности и не было экстремизма, терроризма в республике среди любых национальностей. Мы совместная антитеррористическая комиссия при главе республики и также остальными соответствующими органами ежегодно по республике, выезжая в районы, проводим семинар-курсы и профилактические мероприятия. Поэтому у нас уже прошлогодний опыт таковый есть. Мы проводили в Батырском районе, охватывая все директора школ, глав сельских поселений. И в Батырском районе в таком масштабе начали, а потом в Комсомольском районе мы среди школьников провели религия без террора. Там принимали участие дети воскресных школ, которые посещают православные школы, и дети, которые проходят воскресные курсы при мечети. Они каждый выступили своими детскими добрыми пожеланиями, и что основа всей религии это призывает всех нас к добру. Поэтому, объединяясь только систему образования, Министерство культуры также и все органы власти и общественность, мы можем избежать от этого, проводя такие круглые столы. Вот мы обмениваемся опытами наших гостей тоже и много чего. Я вообще в заключение хотел бы сказать, если взять притчу, которую сказал Махмеди Абида, это, наверное, то, что мышеловка, это действительно угроза для всех. Наверное, печать, и на этом завершить мероприятие. Мы благодарны всем нашим участникам. И сейчас у нас внизу ждет культурное мероприятие и празднование Мавлида. Просим наших гостей тоже присутствовать в этом мероприятии. Это самый лучший сувенир.
не магнитик, а книга про историю и вообще про вашу деятельность. Спасибо. Вы это камеру ставите и фотографируете, да? Друзья мои, у любого человека может возникнуть вопрос, почему представитель из Дагестана и такая, может быть, представительная делегация из Дагестана приехала, почему организована подобного рода встреча. В первую очередь для того, чтобы приехать и передать салам из солнечного Дагестана вам, встретиться с нашими представителями нашей диаспоры, увидеть представителей других диаспор, представителей других конфессий в том числе. Встретим нашу делегацию. Я от вашего имени поблагодарю наших хазратов за то, что они сказали, чтобы вас не заставлять ждать, они попросили, чтобы мы уже начинали. Поэтому я от вашего лица благодарю их сразу. Итак, друзья мои, какая цель? Естественно, у любого человека возникает вопрос, какая цель? В первую очередь увидеть. Во-вторых,
естественно, поделиться тем опытом, который у нас накопился. Почему? Потому что, в принципе, Республика Дагестан – это мини-Россия. Россия в миниатюре. В том смысле, что если Российская Федерация одно из самых многонациональных государств на планете Земля, Республика Дагестан в этом смысле является маленькой мини-Россией, потому что у нас 35 только коренных народов живет. А говоров и народностей насчитывается 250. Поэтому у нас скопился колоссальный опыт нормального сосуществования, гармоничного сосуществования представителей разных национальностей и разных конфессий. Почему приходится обращать на это внимание? Потому что, к великому сожалению, сегодня наша страна сталкивается с определенными угрозами и давлением извне, когда нас пытаются растащить по межнациональному или по межконфессиональному признаку. И это достаточно серьезные угрозы, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому, чтобы предупредить молодежь, чтобы самое ужасное, когда нас начинают растаскивать по межконфессиональному признаку, опираясь при этом на священные тексты священных книг. Это самое ужасное. Поэтому сюда приехали я как журналист, ученые-богословы, которые сведущие в вопросах религии, чтобы разъяснить подобного рода вопросы и указать, на что можно опираться, когда с вами встречаются те или иные люди. С нами приехали и именитые спортсмены. Сегодня те возможности, это я уже говорю как журналист, которые есть в Российской Федерации и в Республике Дагестан по изучению своей религии, по возможностям соблюдать предписания своей религии, по возможностям поклоняться, они реально мало где есть. Более того, если кто-то думал, что в Республике Дагестан или там в некоторых других республиках наши имамы и хазраты сами от себя что-то придумывают, лично я встречался с учеными современности, ведущими учеными современности, арабами и не арабами, которые говорили слово в слово одни и те же вещи, которые нам говорят хазраты и имамы с мимбаров наших мечетей. Слово в слово. Почему? Потому что эти миллионы книг и это многовековой опыт, их изменить невозможно. Друзья мои, есть люди с кривыми убеждениями, которые отвергают это все. Но те люди, которые основываются на фундаменте чистой веры, они говорят одно и то же. И естественно, мы хотели бы, увидев наших ребят-дагестанцев, сказать о том, что вы, уважаемые братья, находясь здесь, вы представляете не только себя и не только свою фамилию или имя, Магомед, Абдулла, Ахмад и так далее. Вы представляете свою национальность, свой район, свою республику. И одно неправильное действие одного человека, к великому сожалению, может отразиться в последующем на представителях всей республики. Но мы же так себя не ведем у себя в республике. И некоторые журналисты, естественно, в погоне за самопиаром, либо в погоне за какими-то кричащими новостями, готовы в первую очередь говорить о каких-то негативных вещах, нежели о том позитиве, которого гораздо больше. Хвала Всевышнему. Сегодня мы видим здесь представителей разных национальностей, представителей разных диаспор, мы представители власти тоже здесь видим, которые сегодня вместе с представителями духовенства работают, общаются. Первое лицо государства Российской Федерации, Путин Владимир Владимирович, открывает соборную мечеть. Этот человек говорит о создании академии. Представитель, глава Республики Дагестан, исполняющий обязанности главы республики,
Он недавно назначил, но он уже был на 2 мероприятиях, где сидел рядом с муфтием Республики Дагестан. Поэтому этими вещами нам надо дорожить. Друзья мои, сейчас, я думаю, вполне уже нужно открыть наше мероприятие. Хотелось бы предоставить слово Хайбулову Мансуру Максудовичу, председатель Центрального духовного управления. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые гости, уважаемые присутствующие, от имени Духовного управления мусульман Чувашской Республики, от имени главы муфтия нашей республики, муфтия Аль-Хазрата, сердечно, искренне поздравляем вас этим праздником, месяцем Рабиуль-Авваль, который месяц радует всех мусульман, и также все мусульмане в земном шаре отмечают этот месяц и, изучая историю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его отношение к человечеству, не разделяя национальности и не разделяя возрастные категории, мы этим примером хотим показать всему сообществу то, что ислам является не угрозой обществу, а наоборот, ислам призывает всех добро. Напоминаем изречение пророка Мухаммада, говорится, когда с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, здоровались молодые ребята, а пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не отпускал руку первым, чтобы не обидеть молодого ребенка, чтобы у него не возникало мнение, то что наш пророк не хочет как бы с ним дружить или с ним здороваться. Он наоборот ждал те моменты, когда ребенок сам первым убирает руку. Поэтому в этих моментах, в этих действиях показывается то, что ислам это не ущемляет ничьи права. И вот эти моменты для нас богатыми выступлениями и состав делегации у нас присутствуют гости из Республики Дагестан, и от имени муфтия и лично от себя мы благодарим нашего многоуважаемого муфтия Ахмад Афанды за столь уважительные отношения к нашей республике, то, что в ноябре делегация Духовного собрания мусульман России посетила Республику Дагестан, и было для нашей, не только для нашей республики, если скажем, для Приволжского федерального округа тоже значимые события. Нашему муфтию муфти Дагестана Ахмад Афанды дал на сохранение частицу волос пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это, думаю, для нас всех мусульман, которые ценят и понимают вот эти ценности, это очень значимые города. Мы за все благодарны муфтиату Республики Дагестан и всех поздравляем с этим праздником, чтобы у всех было здоровье, счастье, в домах всегда было мир и покой. Спасибо, Мансур Хазрат. Хотелось бы сразу предоставить слово заместителю муфтия Республики Дагестан Ахмаду Магомедову.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я хочу зачитать приветственное слово муфтия Республики Казахстан Ашрафа Хаджи. Уважаемый Мансур Хазрат, уважаемые братья и сестры, искренне поздравляю вас со значимым событием для всего человечества с днем рождения нашего любимого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, был неспослан как милость для миров. Он обладатель высочайшего нрава, открывший человечеству путь к науке и свету. Пусть Аллах наполнит наши сердца совершенной и безграничной любовью посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, даст силу следовать сунне его Хабиба наилучшим образом. И судный день укажет нам свою милость быть достойной заступничества пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Прошу Всевышнего, чтобы он дал нам возможность всегда благословлять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, а также сохранить на нашей земле мир и спокойствие. Аминь. С уважением, муфти Республики Дагестана Ахмад Хаджи Абдуллаев. И как принято таких вот на праздниках, на встречах поздравлять друг друга и дарить другим подарки, как пророк Алейхиссалам сказал, «Тагарду тахарду». И друг другу дарите подарки, даруйте хорошие слова, чтобы между вами увеличилась любовь, согласие, понимание. Поэтому хочу передать Мансуру Хазрату еще подарок от муфтия. Мне немножечко поздно сказали, я же не случайно говорю, что представители власти тоже с нами есть, бывают и участвуют в подобного рода мероприятиях. Мне сказали, вот заместитель министра культуры Иван Петрович Архипов здесь, поэтому я ему предоставлю слово и маленькую ремарочку сделаю, что вообще вот этот маулид, который будет звучать, это часть мусульманской культуры, это часть дагестанской культуры. И я думаю, вам, как представителю культуры, будет очень интересно это посмотреть и понаблюдать со стороны. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемые гости, собравшиеся. Дорогая Республика Казахстан, Куназем. Приветствую вас от имени министра культуры, казахстанской национальности, архивного дела Чувашской Республики Константина Геннадьевича Яковлева. Поздравляю вас всех с большим праздником мусульман, днем рождения пророка Мухаммеда. Пусть в ваших семьях будет добро и мир, пускай ваши дети радуют вас. Достатка, любви, счастья всем вам. Ну, не раз вы слышали, что и с уст главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, что у нас республика проживает в мирном существовании 128 национальностей. Две основные религии, две основные конфессии у нас признаны в Чувашской Республике, это христианство и мусульманство. Я по своему роду в прежних занятиях, когда еще был чиновником, много путешествовал по стране, по миру, и как мне удалось в воле случая, в воле жизни попал в группу, у нас так называется рекламная тур, я занимался туризмом, и среди группы я был один из православных, и человек 15-20 были мусульмане. И меня настолько поразило это вот отношение людей, мне так комфортно среди них было находиться, потому что я присутствовал среди истинных, праведных мусульман, которые веруют в идеологию, в основу идеологии всех религий, независимо от конфессии, которые несут в себе добро и любовь к ближнему своему. Мне было очень комфортно и приятно и спокойно находиться в этом обществе.
И груз ответственности каждого из нас стоит в том, что мы должны не с беспокойством и даже с противостоянием относиться ко всем попыткам исковеркивания, не будь то национальных ценностей, будь то религиозных ценностей, несущих в себе раздор нашего общества. Владимир Владимирович Путин совсем недавно заявил свою кандидатуру на выборы президента в следующем году. Мы этому очень рады, потому что, как-никак, Россия у нас одна из величайших стран мира, где существует из года в годы мир и дружба между народами, мир и дружба между конфессиями. В республике тоже немало делается для того, чтобы нам было комфортно жить в нашем городе, в нашей республике. Посмотрите, какой шикарный, замечательный дом дружбы народов появился у нас в этом году. Это тоже говорит о том, что органы власти ценят те добрые отношения, которые присутствуют между нашими народами. Еще раз мира вам, добра, большим вас праздником. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل عليه صلوات الله عليه يا رسول الله يا حبيب الله 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 البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ذل ذليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل عليه صلوات الله عليه يا رسول الله يا حبيب الله 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 هو خير عباد الله خير البرايا حي في نبي هدى حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Спасибо, ребята. Друзья мои, вот Мансур Хазрат здесь сказал о том, что волос передан сюда. Я вам хочу маленькую предысторию рассказать того, как вообще асары появились и остались, часть из них осталась уже в Республике Дагестан и в нашей стране, в Российской Федерации. В 2012-2013 году это был большой праздник для всех нас, когда хранитель реликвии пророка, алейхиссалату вассалам, привез то, что связано с пророком,
в Республику Дагестан. И тогда с ним приехала достаточно представительная делегация из ученых-богословов, потомков пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И среди них один был человек, прямой потомок пророка, алейхиссалату вассалам, и одного ученого-богослова Абдул-Кадира Гилани. Это человек, у которого еще от отца, прадедов там, и так далее, и которые из поколения в поколение передавались вещи, связанные с сахабами и самим посланником Аллаха, алейхиссалату. Он, когда увидел, какую встречу организовали в республике, как со всех уголков страны начали стекаться в республику люди, чтобы увидеть, лицезреть, восхвалять, какой почет оказали этим асарам, он сказал, я вспомнил слова своего покойного отца, который сказал, как ты увидишь и поймешь тех людей, кому можно передать эти религии. Более того, когда у него дома уже передавал он нашим ученым богословам эти религии, к великому сожалению, у него дома он их не мог показать, к примеру, кувшин сподвижника Белял Асхаба. Жернова, которые пророк, алейхиссалату вассалам, передал своей дочери Фатиме, разделаллаху анха. Зять, который находился у него в доме, впервые видел эти вещи перед собой. Эти вещи были переданы муфтию Ахмад Афанди, который в свою очередь не сделал эти предметы и эти асары, не стал хранить их лично у себя. Более того, он неоднократно в разных интервью сказал, это не мое личное достояние, это достояние нашей республики и нашей страны. На всей планете есть масса разных государств, куда можно было бы, наверное, отправить это все. Где, может быть, возвеличивали бы, да? Но почему-то этот человек, побывав в разных уголках, в разных странах, он понял, что доверить это можно только нам. За это нам всем надо воздать хвалу Всевышнему. Потому что это не наша заслуга. Это милость Творца по отношению к нам всем. Алхамдулилля. Хотелось бы предоставить слово Ахмаду Абдурашидову, представителю муфтията Республики Дагестан, эксперту в вопросах кривой идеологии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Очень рад вас всех приветствовать на этом светлом празднике, когда мы вспоминаем ту личность, которая в истории всего человечества признана самой великой. Вы знаете, что в мире было много великих людей. Были люди, которые завоевывали весь мир, или большую ее часть. Были люди, которые открывали науки, были люди, которые поднимались на космос. И среди всех людей на первое место люди поставили пророка Мухаммада. То есть вне зависимости от веры, неверия, конфессии, все люди на первое место поставили пророка Мухаммада. Почему? Для начала они построили те вещи, которые называются критериями величия. Это отдельная большая тема. Я посоветую мусульманам посмотреть эту статью. Называется «Мухаммад, величайший из всех», Ахмада Дидата. Она есть в свободном интернете и аудиозапись. И в общем он достаточно долго рассматривает это, разбирает, как шел вот этот процесс, за счет чего по каким критериям определялось величие людей. И вы знаете, вот этот есть американский писатель Майкл Харт, он написал эту книгу «100 самых великих людей».
И на первое место среди них поставил пророка Мухаммада. Хотя Майкл Харт, он не мусульманин. Он не мусульманин. Но на первое место поставил пророка Мухаммада. Вопрос, почему? В чем же было величие? Мы говорили, что были люди, которые завоевывали мир. Правда же? Не они же стали самыми великими. То есть величие не власти. Величие даже не в науке. Величие, когда есть духовность, и на основе духовности построено государство, на основе духовности есть наука, на основе духовности построено все. Наука без духовности, просто сухая наука, иной раз приносит большой вред. Люди, которые придумали атомную бомбу в начале и бросили ее, да, например, на Японию, тоже были людьми науки, но людьми науки без духовности. Я бы даже сказал антидуховности. И величие пророка Мухаммада, алейхиссалям, выражалось абсолютно во всех его качествах. Выражалось в его простоте, выражалось в его человеколюбии, выражалось в его милости, абсолютно во всех качествах. Если говорить о простоте посланника Аллаха, вы знаете, что однажды посланник Аллаха, когда был в походе, мусульман было около 1000 человек, а у них животных, будь это лошадей или же верблюдов, было около 300, чуть больше 300. Посланник Аллаха сказал, все 3 человека, каждые 3 человека будут садиться на одно животное по очереди. Я, Али и Абу Любаба будем по очереди садиться верхом на одно животное. Главный человек всей армии, верховный главнокомандующий, не генерал, там, не промежуточные чины, самый главный и обычный солдат на одних весах. Посланник Аллаха доехал в определенное место на лошади, только собирался слезть, Али и Абу Любаба к нему подходят и говорят: о, посланник Аллаха, нам нравится ходить. На тот момент посланник Аллаха был около 60 лет. Нам нравится ходить. Может быть, ты останешься на лошади, а мы пройдемся. Они же помоложе. Посланник Аллаха сказал: нет, я непременно слезу. Вы ходите не лучше, чем я, и я не меньше вас нуждаюсь в милости Всевышнего. Понимаете? Это не выражалось в одном чем-то. Каждое действие. Вот, например, другой пример. Когда вот этот весь Аравийский полуостров, они все пришли к этой вере, мы все признали пророчество пророка Мухаммада. Что за пророк Мухаммад? Да, человек достиг максимума величия. Что он сделал? Он собрал всех людей и сказал: да, я у нас, я человек. И если я нечаянно кого-то обидел, ударил по спине, вот моя спина, ударьте меня взамен. И если я забрал что-либо, чье-либо имущество, заберите мое взамен. И если я зацепил чью-либо честь, цепляйте мою честь взамен. И не бойтесь, что я буду питать к нему обиды или какие-то претензии. Это не мой путь и не мой стиль. Достигший максимума величия, я выдал максимум простоты. Если мы будем говорить о милости посланника Аллаха, милость посланника Аллаха, она выражалась абсолютно ко всем. И к животным. И к животным. Вы все знаете, что как посланник Аллаха сказал, одна женщина, говорит, которая верила во Всевышнего, соблюдала все заповеди веры, а пойдет в ад из-за одной кошки, которую она заперла в доме. Она, говорит, заперла эту кошку в доме, она сама, кошка, не могла выйти на улицу, поискать себе еду, и она ее не подкармливала. И из-за этого кошка умерла. И из-за этой одной кошки
женщина, которая верит во Всевышнего, соблюдает заповеди веры, этим посланник Аллаха побуждает к чему? Милости к животным. Если говорить об отношении посланника Аллаха к окружающему миру, к растениям, посланник Аллаха говорит, если кто-то начал сажать дерево, и в это время будет наступать судный день, пусть досадит это дерево, пусть доделает это действие. Если мы будем рассматривать отношение посланника Аллаха к людям, мы как раз недавно говорили, вот отношение посланника Аллаха к тем людям, которые питали к нему ненависть и вражду. Не он к ним питал, а они к нему питали. В течение 13 лет, когда посланник Аллаха призывал людей к исламу в Мекке, на его самые высоконравственные призывы, на его милость, на его доброту, на его благие деяния, они отвечали ненавистью и злобой. Одни кидали колючки по тем дорогам, специально собирали, кидали колючки по тем картинкам, по которым ходил посланник Аллаха. Вторые, подходя к нему сзади, душили его в то время, когда он находился в намазе. Третьи, мучили и истязали его сподвижников. Был период, который назывался период экономической блокады, период хисар, когда посланник Аллаха и люди из его окружения в течение 3 лет не могли купить еду при наличии золотых и серебряных монет. То есть денег. Никто ни еду не продавал. Они были вынуждены варить листья финикового дерева и этим кормить своих детей, которые плакали от голода. Не один день, не месяц, 3 года. Эти люди собрались для того, чтобы убить посланника Аллаха. Вероломным, подлым методом. Всевышний его уберег. Он переселился в Медину. И вы знаете, что произошли битвы при Бадре и при Ухуде. Кто ее спровоцировал? Мусульмане? Посланник Аллаха? Нет. Посланник Аллаха был вынужден отразить этот бой. В этой битве при Ухуде, я хочу обратить внимание, вот как раз на то, что рассказывали сегодня. В битве при Ухуде, когда мусульмане проигрывали. Проигрывали почему? Потому что сподвижники отнеслись халатно к 2 велениям посланника Аллаха, алейхиссалям. Там битва шла несколько дней, в первый день они проигрывали. В первый день, когда они проигрывали, в это время, когда большая часть мусульман, большая часть сподвижников была убита, сам посланник Аллаха был ранен, был убит его дядя любимый, была убита тетя. Была ранена тетя, я извиняюсь. Вы представьте себе человека, которого убили любимого дяди. Убили из-под тишка, не прямо лицом к лицу, а из-под тишка. Представьте себе человека. И представьте себе человека, когда людей, которые к вам 15 лет питают ненависть и злобу. Вы им делаете добро, они вам отвечают ненавистью и злобой. И в этот момент, когда сподвижники, обратившись к посланнику Аллаха, сказали: «О посланник Аллаха, просил Аллах, чтобы он уничтожил этих людей. Ты же видишь их ненависть, ты же видишь их несправедливость». Посланник Аллаха поднимает руки и говорит: «Аллах, он никто не умирает. Аллах, приведи нас к этому народу, наставь его на истинный путь, прости им их грехи, поистине они не знают». Он им приводит оправдание. Поистине они не знают. Это путь нашего пророка, за которым мы должны следовать. Пророк, который для нас всех является примером. Для мусульман нет другого примера. Не может. И, к сожалению, мы эту нравственность сегодня теряем. Теряем почему? Просто человек с момента, как выступать начал, ждет там белый Nissan E605 RN21, если хозяин здесь, выйдите, пожалуйста, и ВАЗ E336. Реально машина мешает, чтобы люди уехали. Если хозяева здесь,
605 белый Nissan. Я прошу прощения. Они долго. Прошу прощения, что я говорю. Как раз о нравственности, знаешь? И говорят про нравственность. Вот обратите внимание, если человек хочет натренировать тело, что он делает? Он идет в тренинг, правда же? Вот, например, Магомед Маликов, человек, вот, чемпион мира по, имеется в виду, как называлось это? Смешанное единоборство, на языке крутилось. И если я хочу обучиться боксу, пойду к нему. Обучусь ли я? Он научит меня, в любом случае положительная динамика будет. Но смогу ли я стать большим, хорошим спортсменом по боксу? Или же, если я хочу научиться смешанным единоборствам, хочу стать таким же, как он, пойду к боксеру. Обучит ли он меня? Не обучит. Поэтому вопрос надо обращаться именно к нему. В вопросах нравственности тоже есть врачи, специалисты. Вы же знаете, когда бывают врачи, бывают шарлатаны. Так же? Бывает же? Так бывает во всем. Бывают специалисты, бывают шарлатаны. Но от этого мы можем перестать ходить к врачам? Мы из-за этого можем отрицать науку врачевания? Нет. Поэтому есть специалисты, которые занимаются этой наукой. И вот просто люди, которые не знакомы с исламом, вот обратите внимание, вот в этой науке, наука, которая обучает человека нравственности, называется суфизм. В этой науке говорится, человек, если он считает, что его сущность, что он сам, если он может себе позволить подумать, что он лучше, чем фараон, фараон это человек, самый плохой человек, это на рамках веры. Это человек, который не то что верит в Бога, он утверждает, что он сам Бог. Это самый заносчивый, самый плохой человек. Человек, он не имеет права считать себя лучше, чем даже он. Он еще не знает, он еще свой экзамен не прошел. Еще неизвестно, что он сделает в своей жизни. Поэтому пока жизнь не прожил, все время человек должен быть максимально простым, максимально боящимся Бога. Это одно из первых правил. Но таких много. Я не специалист. Я вам не смогу обучить этому. Но знайте, что они есть. И мы должны обращаться, если мы хотим улучшить свою нравственность. И проблема сегодня мусульман – это проблема отсутствия нравственности. Любые люди, вот сегодня, которых очень много, есть различных людей, которые стравливают людей между собой. Очень разных видов форм экстремизма. Вы знаете, на чем основан любой метод экстремизма? На использовании негативных эмоций. Если человек сам воспитывает себя, у него будут негативные эмоции? Не будут. Если у меня не будут негативных эмоций, смогут использовать меня? Нет. Если вы... Просто я чуть много говорю, потому что сейчас вкусно говорю. И смотреть на меня. И последнее, что я хочу сказать, и мы собрались тут для того, чтобы говорить о посланнике Аллаха, алейхиссалям. На самом деле, личность посланника Аллаха очень велика, и нам, конечно, следует, мусульмане обязаны любить посланника Аллаха. И вот обратите внимание, вот просто сухим со стороны посмотрите. Человек, который больше всех постарался сделать для мира, а разве он не достоин любви? Человек, который всю свою жизнь посвятил Богу, разве он не достоин любви?
человек, которого любит Бог, недостоин любви. И этот посланник говорит, что в одном из изречений он говорит, я, говорит, скучаю по своим братьям. Когда сподвижники сказали, не мы ли твои братья? Это посланник Аллаха. Он сказал, нет, вы мои сподвижники. А братья это те, которые придут позже, которые не видели меня, но будут ко мне питать очень большую любовь. Каждый вот человек, обратите внимание, бывают эгоисты. Кто такие эгоисты? Эгоисты это те люди, которые позволяют другим любить себя. Вы видели детей? Это в основном большая часть детей, когда они не воспитаны, это эгоисты. Дети, я как ребенок позволяю своим родителям любить меня. Понимаете? Да, любите, да, хорошо. Я не готов открыть навстречу этой любви своего сердца. Разве это правильно? То есть, когда нас любит наш посланник, наш пророк, неужели мы не должны подумать над тем, что мы должны раскрыть сердце навстречу его любви? Опять-таки, по тому же сценарию, который мы говорили раньше, по той же, у этих же тренеров, у этих же врачей. Я извиняюсь за свое многословие, дай Аллах, чтобы мы узрели истину истиной, и дай Аллах нам силы следовать ей. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخضع ولم يركع وما لنا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لنا رشيد الرأي إن عسفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا
تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا بأن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Уважаемые братья, сестры, вот мы, к великому сожалению, сегодня можем констатировать, что порой не то, что не читаем и не изучаем. Все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются, особенно мусульмане и особенно молодые мусульмане, это проблемы невежества. Когда приводишь примеры такие из жизни, более-менее человек быстрее воспринимает. Когда вот Ахмад Хаджи говорил о том, что к Маликову кто-нибудь подойдет насчет бокса, понятно, что чему-то научится. Точно так же вы вообще представляете себе ситуацию, чтобы к олимпийскому чемпиону подошел человек, к олимпийскому чемпиону, который год ходит на этот вид спорта, и говорит: ты мне в принципе не нужен. YouTube есть, книги есть, все есть, я могу в принципе сам стать олимпийским чемпионом. Не правда ли глупо звучит? Но разве глупо не звучит, когда человек говорит, что в принципе Коран есть, хадис есть, в принципе я сам могу себе хукм оттуда выносить? Казалось бы, такой хороший довод, на Коран и хадис опирается. Но вот эти ученые-богословы, которых признали за 14 веков, вся мусульманская умма, которых признала, когда человек ставит знаки вопроса там, тот ошибся, тот ошибся, тот ошибся, он пускай помнит о том, что о первых 3 столетиях пророк, алейхиссалату вассалам, сам говорил, свидетельствовал. Более того, Всевышний через пророка и посланника своего спрашивал у этих сподвижников, довольны ли они своим Господом. К сожалению, не знаем и не читаем. Не знаем и не читаем. Поэтому подлавливаем. Поэтому творим порой неправильные вещи. Мы не знаем свою религию. Мы не знаем, как себя вел пророк. Мы не знаем, что от нас требует религия наша. Вот что же требует, я надеюсь, Махди Хаджи Абидов нам расскажет. Я думал, кто же сейчас выйдет, интересно. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, благополучия, благоденствия. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые были здесь озвучены. То, что язык не может говорить, а внутри горит, больше, чем то, что язык может говорить, поэтому Аллах видит, слышит, да, Аллах, чтобы Аллах принял. Само название «Дом дружбы народов» это о многом говорит. О многом говорит. И те люди, которые в этом доме собрались, просто чай пить, разойтись тоже, я думаю, было бы достаточно без таких
многих слов. Поэтому это дом дружбы. И в дом заходит тот человек, который хочет дружбы, который хочет мира, который хочет покоя. И, конечно же, Всевышний, который создал человека для того, чтобы он в дружбе, в мире жил в этом мире, каждый раз, когда этот человек забывал, кто он путался с животными дикими, которые за каждую территорию воюют с кем-то, которому нужно как-то себя указать. Значит, вот тут Всевышний отправлял пророков напоминать ему: ты человек, ты не животный, ты не дикий животный, тем более. Это не твой дом, это временное место, через которое ты покинешь. Не стоит ради этого вечную жизнь испортить. И вот вы, наверное, слышали, ну, особенно те, которые YouTube смотрят, они слышали, наверное, вот когда, ну, Маунасуин, наверное, все знаете, вот когда у него украли, говорит, папаху, шапку, он не стал за ним гоняться. Он просто тихо подошел к воротам кладбища. Человек говорит ему: уважаемый, у тебя шапку украли, вот бежите, догоните его, заберите шапку. Зачем гоняться? Рано или поздно сюда же придет. И поэтому вот то, что мы с вами забываем, элементарную суть нашей жизни, она делает нас некими животными, дикими, домашними и так далее. Вот, говоря о религии, ну, ни одна религия небесная не привела человека к тому, чтобы человек убивал другого человека, чтобы человек посягал на человека. Вот обратите внимание, есть, в исламской науке существует такая вещь, аль-куллият ситта говорят, то есть 6 вещей, ради защиты которых Всевышний послал пророков с религией, ради защиты которых. В каждой религии, здесь речь не идет об исламе, здесь речь идет о всех небесных религиях. Каждая религия защищает вероубеждение человека, самого человека, жизнь человека, наследие, потомство человека, разум человека, имущество человека и достоинство человека. Вот ни в одной религии не ущемляются эти вещи. Поэтому из-за того, что для защиты вероубеждения запрещено неверие, для защиты самого жизни человека запрещено убийство. Нет уже такой религии, где было разрешено убивать другого человека. Ни в одной религии этого нет. Ни в одной религии не разрешено прелюбодеяние, потому что после вот этих внебрачных связей ребенок остается без отца, появляются детские дома, там фамилии выбирают, там заболотные, заборные и так далее. Значит, потому что папы, мамы нету. Ни в одной религии не было разрешено распитие спиртного, потому что она затмевает разум человека, который отделяет его от животного. Это не было разрешено ни в одной религии. Ни в одной религии не было разрешено воровство, грабеж и так далее, потому что сама суть религии в защите этого имущества заключается. И не просто взять нельзя. Посланник Аллаха в хадисе говорит: человек, обратите внимание, человек, который берет у жены девушку с намерением не отдавать ей калыма, назначенного при заключении брака, он прелюбодей. Ну, заключим брак, потом куда она денется? Она же моя, он скажет. Но нет, если это намерение имеет, он его сравнивает с прелюбодеем. И человек, который, скажем так, нарвался, да, или там заставил человека угостить его едой. То есть его не ждали дома. Зашел он, кушайте, да, там были же случаи. Был такой один назойливый гость, никак не уходил. И однажды тоже, как только он там запах колбасы почувствовал, он зашел, говорит: что вы кушаете, говорит. И тут они от злости сказали, говорит: я кушаем, говорит. Вот. Тогда он сказал: Аллах, после вас я тоже жить не хочу, давайте вместе покушаем. Сел, говорит, и покушался. То есть человек, устыдив которого заставить себя угостить, это тоже воровство, говорится в хадисе. Понимаете? Даже так нельзя. И тем более унизить достоинство другого человека. Унизить достоинство другого человека. И поэтому вот недавно было где-то мероприятие на круглый стол, уважаемые друзья, там как раз таки говорилось, что у верующих людей
не могут быть проблемы между собой. На самом деле не будет, если они веру знают, как Магомед Расул Абакар здесь говорил, если они понимают эту религию. А если человек только знает, что он русский, поэтому он христианин, а я татар, поэтому я мусульманин, нет, это еще не религиозность, это совершенно разные вещи. Вот, понимаете, вот в зоопарке не хватило зебры. Взял один ишака и покрасил полоску. Станет из нее зебра? Нет, это просто ишак-матрос. И все, не более этого. Поэтому наш с вами пример, говоря пример человека, который якобы стучит себе в грудь и говорит, я мусульманин, мне этого можно, мне этого нельзя, и так далее, и так далее. Мы как раз посещали там одну военную часть, там группа ребят говорит, мы не будем убирать, нам по Корану нельзя. То есть, вот именно когда убирать нужно вспоминать религию, конечно же, из-за этих вещей проблемы возникнут. Это не проблема религии, это, как здесь было сказано, проблема непонимания религии. Если заглянем, друзья, вот историю, например, первое, если так можно назвать, исламское государство. Не ИГИЛ, конечно, не путайте. Первое, когда мусульмане отметили свою территорию, из каких направлений, из каких вероубеждений были люди, которые состояли в этом государстве. Эти же были мусульмане, иудеи, христиане, у которых был договор, и вот так они начали вместе дружно жить. Именно когда совершали какие-то ошибки и так далее, наказывались люди. Другой момент, когда мы наблюдаем историю, когда сам посланник Аллаха первый весть о том, что он посланник к людям, Хадиджа, радиаллаху анха, с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, обратилась к двоюродному брату, христианину Варакат ибн Науфаль, человек, который уже немощный, лежал больным в постели и рассказал, что вот такое происходит. И как раз этот Варакат ибн Науфаль сказал, это то, чего ждал Иисус, Иса сам пророк. Ведь он же сказал, и даже сказал, говорит, был бы я таким крепким молодым человеком, чтобы помогать тебе, когда тебя будут выгонять из села. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, был удивлен и говорит, потому что он был любимцем. Когда какой-то спор, разрешение спорных моментов, всегда обращались к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Он был удивлен, неужели меня выгонят из села? И тогда ему ответил христианин, Варакат ибн Науфаль говорит, никто не пришел с тем, с чем ты пришел, чтобы его не выгнали из села. Всех выгоняли. Посмотрите историю Нуха, алейхиссалам, Ноя. Посмотрите историю Авраама, алейхиссалам, Ибрахима и других пророков. У них похожая жизнь. И поэтому здесь обратно-таки, на это тоже, конечно, нужно этому уделять внимание стоит. Здесь у нас сколько времени, Андрасул? Безлимитка. Включается сразу, но без границ. Значит, возьмем примерно намаз. Вот мусульмане делают намаз, наши братья, наверное, из других конфессий замечают, как они это делают. Для того, чтобы человек намаз делал, он должен мыть руки, лицо. У него не просто омовение должна быть, у него одежда чистая должна быть, и он должен находиться на чистом месте. Это для чего делается? Для того, чтобы комфортно было это или нет? Это для того, что делается, чтобы, когда человек, омовение, я так расскажу, омовение, это значит мыть лицо, руки, протирать голову и ноги. В это время он внутри себя крутит, он думает, о Господи, куда смотрели мои глаза, что говорил мой язык, о чем думала моя голова, вот это все, за это прошу прощения грехов. Вот что это означает, это не просто мытье рук, это он делает отчет за все, что было сказано, даже то, что он думал, за это делает отчет. Когда моет руки, он говорит, о Господи, прости меня за те грехи, которые творили мои руки, мои ноги и так далее. Он чистой душой должен приступить к намазу, так? А в намазе, посмотрите, вот эти действия, поклон, самое дорогое, что есть на теле человека, лицо, он ставит на землю. Зачем он ставит на землю? Чтобы напомнить себе, что из Господа земли ты создан, и туда ты вернешься, где Маунасури нас ждет, за шапкой. Понимаете, напоминает ему, что ты всего лишь навсего
горсть земли. И вот эта вещь, чтобы человек не гордился, чтобы человек опустился на землю. А как только человек Бога забывает, я не я, понимаете, у меня там ключи, машина, у меня мафия, у меня круг, у меня связи и так далее, и так далее. Вот гремит, и ангел смерти приходит, пах, забрал, все связи призывают. Вне зоны действия сети попадают. И ноль без границ тоже заканчивается. Вот поэтому как раз таки, когда мы говорим о том, что нам нужно рассказывать и говорить людям о религии, мы это имеем в виду, что на самом деле кто такой человек, человек понял. А сейчас уже не понимает, кто такой человек. Такие направления выбирают, что нам в этой доме дружбы говорить стыдно. Мальчик утром нормально пошел, вечером с серьгами возвращается. Девочка вообще там, не будем говорить о них. И так далее. Вот для того, чтобы спасти не просто там какую-то нацию, какую-то республику, просто человека спасти. Вот что нам нужно, о чем надо переживать. Но вот для этого нужно научить себя и своих детей видеть доброе, хорошее в людях. Вот Иисус, мир ему, Иса, алейхиссалам, в группе людей проходил в одном месте, недалеко, от которого находилась вот умершая собака, мертвая собака, от которой издавала такой нехороший запах. И каждый, который проходящий, говорит: фу, ужас, о, какой запах, какой вон там. Каждый человек говорит и проходит мимо этой собаки, подходит очередь пророка Иса, алейхиссалам, Иисус, он говорит: какие белые зубы. И пошел. Ведь нашел, что хорошее сказать. Нашел же. Поэтому нам нужно научить, наверное, видеть людей, что-то хорошее в людях видеть. Говорится, вот, есть такой рассказ, ученики спрашивают, учителя Муалима спрашивают: мы уже достаточно научились, достаточно у вас уроки тоже брали, когда вот ты нам уступишь, говорит, свое место, учителю говорят, когда мы станем мастерами, да? Тогда учитель сказал: давай-ка я посмотрю, на самом деле, чему вы научились. Отошел в сторону, говорит, взял вот такую белую большую бумагу, капнул туда чернила и показывает детям. Дети, они-то не дети уже, ученики, видимо, для учителя они всегда остаются детьми. Он говорит: что вы видите? Испачканная бумага, говорит, один, черное пятно, говорит, второй, и так далее, и так далее. И тут учитель плачет, заплакал. Дети спрашивают: почему ты плачешь? Что здесь такого? То, что ты показал, мы ответили. Конечно, говорит, я заплачу, когда за 12 лет я не смог вас научить вот эту большую белую бумагу увидеть, а вы все время увидите черное пятно, маленькое пятно. Вы не увидели вот эту целую бумагу. Значит, нам с вами нужно научить вот это добро видеть в людях. А так, как Мухаммад Расул говорит, когда мы с вами не понимаем, да, вот, ни свою религию, ни религию своих братьев, тогда что получится у нас? Обратно всплывает рассказ: индеец и охотник встречаются там, в одном месте. Они языки друг друга знают, не знают. Индеец говорит, спрашивает. Тот говорит, так отвечает. Тогда индеец говорит, тот говорит, таким жестом поговорили между собой и разошлись. Приходит охотник домой, он говорит: я встретил такого страшного человека. Как только встретил, он говорит, сказал: я тебе глаз выколю. А я сказал: я тебе два выколю. А он мне говорит: я тебя с гор спушу. А я ему сказал: я тебя с землей сравню. И все, заткнулся, ушел, говорит. А индейец возвращается домой и говорит: я интересного человека увидел там в лесу, говорит. Я тебя спрашиваю: ты кто? А он говорит: козел. Я говорю: горный? Нет, равнинный, говорит. Понимаете? Вот если суть всех непониманий, если свернуть куда-то, вот в этом заключается это все. Просто-напросто нам, людям, носителям религии, нужно вот эти моменты, как говорится, объяснить, иншаллах, нам Всевышний вот в своем послании внутри заложил лечение всех проблем. Не стоит где-то со стороны, с космоса искать людей. У нас есть этот потенциал, просто надо его использовать. Спасибо за внимание. Салам алейкум.
طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا مماجد سلام عليك مزارك يا سعد سلام عليك أحمد يا تهامي سلام عليك يا خير الأنام سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك من باب السلام سلام عليك يا عزي وجاهي سلام عليك سماك الإله سلام عليك يا خير الخلائق سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك أفضل كل ناطق سلام عليك مسارة مطايا سلام عليك من رب الرحيم سلام عليك من رب كريم سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Уважаемые братья, я вот слушаю наших хазратов, имамов, на самом деле, алхамдулилля, нам большую шукру нам всем надо делать, восхвалять Всевышнего за то, что Он сегодня нам дал возможность слушать их. И, алхамдулилля, у нас есть возможности обращаться к ним, у нас есть знающие люди, которые могут из достоверных источников дать нам ответ. Это большой ниамат, которого лишены были буквально 25-30 лет назад наши с вами отцы и деды, которые были лучше нас. Каждый из вас, если вот сейчас вспомнит своего дедушку, те, которые помоложе дедушку, вспомнит, а те, которые постарше, хотя бы своего отца, он наверняка, многие из нас скажут, что они были лучше нас, крепче нас и чище нас. Но Всевышний Аллах нам дал по своей милости. В чем мудрость, мы не знаем. Это как ниамат тоже могли дать, как испытание тоже. Если дорожить не будем, шукру не будем делать, забрать же тоже могут. Алхамдулилля, то, что у нас есть эти имамы и хазраты, которые могут и наставлять, у которых можно спросить. Поэтому я хотел бы сейчас пригласить сюда имама джума мечети селения Шикардан Ильяс Хазрат. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
اللهم صل على محمد سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة المنورة والحرم وترجمان لسان السلف والكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم أصله نور ونسله آدم بعثه مؤخر وخلقه مقدم اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت الجوهر والقلم جسمه الشريف مدفون في المدينة المنورة والحرم فطوبى ثم طوبى لمن رآه وتابعه ولمن أسلم منبع الشفاعة للعاصين قائلا يا رب سلم يوم يا ليتك تحلى تراب تحت القدم يوم يقول أمتي أمتي وأمته يا ذو اللطف والكرم ثم رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم ثم رضي الله تعالى عن خادم الشريعة الإمام الأعظم وصلى الله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Resulullah namazdan başındadır anın tacı ümmeti diye diye ağadır anın gözündün yaşım Resulullah ravzasında zikreytip sayri kuşlar Şol kuşlardan ibret alıp salavatlar eytik dostlar Resulullah bırakları gümüştendir tıyakları İhlas bilen amel kılın biz bu dünya konakları Derdiler siz bularsız uttan azat Aşk ile derdiler eyttegeç Resulü'nüzge as-salam الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين رسول الله barakları kümüştendir tıyakları İhlas bilen amel kılın biz bu dünya konakları Salavatlarla kuşalığız salavatlarını bilgenler Cennet işeğine çalmazlar salavatlar etmegenler Allahümme salli ve sellim
على سيدنا محمد سيد الزاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وصلى الله تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Спасибо. Я как раз думал сказать о том, чтобы вот, попросить ребят, чтобы они этот салават какой-то прочитали, чтобы мы все вместе могли его прочитать. Маленький пример приведу. Вот давайте представим на секундочку, что сюда приехал президент Владимир Владимирович Путин. Скажите, пожалуйста, вот если бы он на каком-то мероприятии упомянул бы имя, например, мое, или ваше, кого-либо из вас, какое бы отношение к вам было бы со стороны тех людей, которые услышали? Как думаете? Явно изменилось бы, да? Вот так показывает сразу там. А если он не в одном месте, а на нескольких встречах он сказал бы: вас как зовут? Меня? Да. Салман. Салман, очень вы. Вот он бы сказал: вот Салман такой хороший человек, я его тоже знаю, там, и так далее, и так далее. А если бы он 10 раз это сказал, каково бы было бы отношение к Салману, не то чтобы здесь, в области, в стране и так далее, но явно что-то изменилось бы, да? Но, друзья мои, человеку, который один раз воспалил посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, сам Всевышний восхваляет 10-кратно. Создатель Всевышний Аллах восхваляет того, кто восхвалил один раз его любимца. Один раз. 10-кратно. А если 100-кратно? А если 100-кратно? Умножьте на 10. Подумайте об этом. Я надеюсь, когда вот сейчас ближе к завершению мы будем идти, все вместе прочитаем, иншаллах рахман, салават. Ребята, наверное, подумают, что прочитать так, чтобы все вместе мы могли подхватить. Здесь много молодых ребят, которые наверняка увлекаются единоборствами там, и так далее. И я не могу не предоставить слово нашему именитому спортсмену, человеку, который знают, чемпион мира по смешанным единоборствам, М1 выступал, Магомед Маликов. Ассаламу алейкум, уважаемые братья, уважаемые сестры. Всех в первую очередь поздравляю с наступившим месяцем Рабиуль Аваль, в котором родился наш любимый пророк. И не то, что я, который человек не имеет исламских знаний, даже если все исламские ученые соберутся, все не могут достойно описать все достоинства нашего любимого пророка. Поэтому про религию говорит, пока есть такие достойные имамы, хазраты, я не буду, но так как занимался молодежной политикой, скажу что-то полезное для молодежи. Вот, каждый из нас, хотим мы этого или нет, несем в себе частичку ислама. Каждый из нас несем в себе историю своего народа, своего края. И от нас с вами зависит, как окружающие видят в нас и через нас ислам. Как мы транслируем это все, правильно ли мы это все делаем.
Не то, что наше поведение, даже наша одежда, наша походка, то, что как мы себя ведем, это все может создавать неправильный стереотип у окружающих. И в этом будем виноваты мы с вами, потому что мы показываем с плохой стороны ислам, мы показываем с плохой стороны нашу культуру, нашу малую родину, историю, все это. Поэтому мы несем большую ответственность за это все. Конечно, хотелось бы попросить всех, чтобы работали над собой и понимали, что мы должны быть теми людьми, которые учатся хорошо, работают хорошо. Мы должны быть созидателями, мы должны хотя бы чуть-чуть правильно, чтобы люди понимали через нас ислам, показать пример. Мы должны быть созидателями. Поэтому я вас всех попросил бы, те вопросы, которые касаются ислама, религии, на эти вопросы не искать ответы в интернете. Потому что мы, не имея знания, не понимая многие смыслы этих текстов, можем во вред себе неправильно их трактовать. И если мы будем уже по своей же трактовке действовать, мы, конечно, нанесем колоссальный ущерб или вред исламу, сами того не понимая. Вот то, что наш уважаемый Ахмад напомнил, и Мухаммад Расул тоже напомнил, вот на самом деле, когда вот здесь молодые ребята, наверное, спортом тоже занимаются, вы же, когда хотите стать чемпионами, вы же ищете, спрашиваете в городе, где хороший тренер. И если вы попали к этому хорошему тренеру и добились каких-то результатов в этом городе, в этой области, и вам надо дальше идти, и ваш тренер, когда не может вам дать дальше, вы ищете в Москве, в других городах. И если здесь, в России, нет таких специалистов, вы тратите свои деньги и едете в Америку, чтобы получить эти знания по спорту. Когда вы хотите стать хорошим врачом, вы же начинаете в школе, начинаете учиться, дополнительно репетиторы нанимаете, потом колледж, медколледж, потом медакадемия. И вот так вы работаете над собой. Но вы же через интернет, через YouTube, вы же не изучаете ни медицину, ни спорт, ни образование. Вы ищете людей. Поэтому, дорогие братья, сестры, в исламе вот спорт, медицина, образование, любое направление, это все внутри ислама. И ислам настолько, как скажем, значимая часть образа жизни мусульманина, что он не может обойти без ислама. Поэтому, когда у вас возникают какие-то вопросы, что-то вам когда интересно, лучше всего подходить к нашим уважаемым хазратам, к алимам, имамам и у них поинтересоваться, чтобы вы могли получить правильный, достоверный ответ. Баракаллаху вам за все. Удачи, успехов. Пусть Всевышний Аллах будет всеми нами доволен. Сейчас ребята исполнят, наверное, последний маулид. Единственную маленькую ремарочку сделаю. Оргкомитет сказал, вот эти цветы нельзя здесь оставить, и надо их обязательно нашим женщинам раздать. Поэтому те, кто занимается оргкомитет, ребята, не отпускайте наших женщин и не вручил им эти цветы. Иншаллах рахман. И давайте маулид, после этого дуа завершающее сделаем. И как если будет салават читаться, давайте все вместе его прочитаем. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин набiyil умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Allahumma
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته، فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته. سعت الشجر نطق الحجر شاق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته. نال شرفا والله عفا عما سلف من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Спасибо, ребята. Ну, перед тем, как дуа сделаем, Мансур Хазрат, может еще несколько слов что-то добавите, может что-то осталось недосказанным. Уважаемые участники сегодняшнего праздника, хотели бы от имени Духовного управления мусульман Чувашской Республики выразить слова благодарности хозяеву этому зданию Леву Пантелеймоновичу Куракову, потому что за предоставление такой возможности, чтобы отметить сегодняшний наш праздник в этом прекрасном зале и постоянно поддерживает наши инициативы. От имени Духовного управления мусульман Чувашской Республики от себя лично выражаем вам искреннюю благодарность за активную поддержку национальных культурных начинаний народов, проживающих в Чувашской Республике, сохранению и развитию традиций, обычаев, языка и культуры народов нашей республики, содействует становлению гражданского мира, согласия в республике и является основой процветания нашей отчизны. Выражаю искреннюю надежду и дальнейшее плодотворное сотрудничество по сохранению и укреплению единства многонационального народа Чувашской Республики. Искренне желаем вам доброго здоровья,
счастья, успехов во всех благородных делах. С уважением, председатель Духовного управления и с уважением председатель Духовного управления мусульман Хайбулов Мансур Хазрат и муфти Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбер Хазрат Кырганов. Надеюсь, передадите контрольную помощь. Ыргась, Таланзем, Хайрлы Кич, Туганлар. Я, как представитель чувашского народа, хочу рассказать, как была у нас дружба между чувашами и дагестанцами. В 2010 году большая делегация Союза чувашской молодежи «Сувар» на 2 автобусах, нас было около 100 человек. По телефону мы связались с нашими друзьями Селимханом, Янгурчи, Леем, и поехали в паломничество по историческим и памятным местам, связанным с историей чувашского народа. Вы наверняка знаете, что мы, чуваши, тоже своей прародиной считаем Северный Кавказ, Дагестан, Азербайджан. Когда-то наши предки жили там, имели города. И вот мы поехали для того, чтобы почтить память наших предков, зарезать барана и оставить памятные знаки. Мы все эти вопросы решали только по телефону. Не писали письма, не согласовывали. И 100 человек, наши братья-дагестанцы, нас приняли, разместили у берега моря, зарезали для нас 9 баранов. Эти только бараны считаются как бы на почти как джейраны. Мы были во многих местах, и везде нас встречали как братья. Нас почти что осталось только на руках нести. Мы поставили памятные столбы и на земле, где живут нагаи. Мы поставили памятный столб в Буйнаке, там есть краеведческий музей. И они нам требовали: дайте слово, что вы каждый год будете приезжать к нам. Мы сказали: каждый год не можем, но 1 раз, 2 или 3 года мы будем приезжать. И вот с тех пор мы с 2010 года уже 3 раза были в Дагестане, потом мы даже были в Азербайджане. И на границе Ирана и Азербайджана есть город Биля-Сувар, для татар и чувашей знакомые слова. А рядом протекает речка, называется Болгар. Понимаете, да? И вот там, по разрешению президента Азербайджана, в центре города, рядом с памятником Ильдару Алиеву, нам разрешили поставить памятный столб. И вот после этого, что бы ни говорили про мусульман, что бы ни говорили про Кавказ, плохое имеется в виду, мы сами своими глазами убедились, какие благородные, мужественные и гостеприимные, хорошие люди живут в Дагестане. Я очень рад, что вот имел возможность от всех жителей, от простых людей, да, еще раз передать дагестанцам нашу огромную любовь. Мы любим Дагестан, мы были там, мы знаем, какие они люди. И мне бы очень хотелось, чтобы вы передали, что чуваши приезжали, мы совместно поставили концерт в Махачкале, есть театр кумыкский, да, совместный концерт поставили, круглые столы. Это чувство останется всегда у нас в сердцах, и мы передадим нашим детям, внукам и правнукам. Да здравствует прекрасный народ Дагестана, да здравствуют все народы. Вкусного вам хлеба, сегодняшним праздником, чистой воды и никакой нам беды. Пользуясь случаем, все организационные моменты, естественно, затрагивает всех, кто заинтересован проведением этого мероприятия. И среди нас есть достойные похвалы, такие люди. И я хотел первое благодарственное письмо Духовного управления мусульман передать общине народов Дагестана, проживающие в Республике Чувашия.
Я хотел бы вас всех поздравить с месяцем наступления, с наступлением месяца Рабиуль Авваль, пожелать крепкого здоровья, крепкого имана, чтобы мы работали над собой, усовершенствовали свой нрав. Также хотел бы поздравить, хотел бы выразить огромную благодарность представителям делегации Республики Дагестан, которые прибыли во главе заместителя муфти Ахмад Хаджи. И огромное спасибо нашему муфти Республики Дагестан Ахмад Хаджи Абдуллаеву. Также хотел бы выразить благодарность всем, кто проявил хоть каплю помощи и поддержки для проведения такого огромного и очень важного мероприятия. Это, наверное, первое мероприятие, которое мы проводим в таком масштабе, столько народа, столько братьев. Всем спасибо, кто присутствует в зале. И особенно хотел бы выразить и сказать большое спасибо главе Республики Чувашия Игнатьеву Михаилу Васильевичу, министру культуры Яковлеву Константину Геннадьевичу и Куракову Льву Пантелеймоновичу, академику, нашему почетному руководителю, председателю Ассамблеи народов Чувашии. И нашему другу Олегу Михайловичу, который выслушался, поддержал и пришел целый день, в принципе, находится с нами. Получил и огромное всем удовольствие. Спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Таким же благодарственным письмом награждается уважаемый Шухрат Нишабаевич Усманбаев. Потому что можно вот про этого человека сказать, всегда помогает. И в республике, у нас в городе единственное, кто открыл без сомнения халяльное кафе, всегда можно вкусно поесть. И все довольствуются то, что можно, повторяюсь, без никаких сомнений, потому что там нету ни спиртного, ни табачных, только все халяль. Благодарственным письмом награждается уважаемый Зиявуддин Хизригаджиевич Пербудагов. Также награждается уважаемый Молла Курбан Магомедович Магомедов. Награждается уважаемый Асадулла Лавазгаджиевич Магомедов. И от имени всех, наверное, простило время сказать всем огромное спасибо. Кого вот интересовало много вопросов, мы, наверное, думаю, сегодня присутствуя в этом зале находили много ответов, которых нас много времени интересовало. И были как бы направления и подсказки для дальнейшего совместного взаимодействия в этом направлении. И мы благодарны всем нашим гостям, которые вот очень прекрасно провели это время. И Всевышний Аллах вознаградит всех, кто в этом деле усердствовал своим имуществом, своей силой и своим временем. Всем желаю успехов и здоровья.
как делать дуа, наверное, мне тоже чуть-чуть надо сказать что-то. Во-первых, нашему уважаемому муфтию, Мансур Хазрату, гостям, с этой стороны всем гостям, уважаемым братьям, сестрам, всем спасибо. Джазакумуллах хайран, хайру джаза. Пусть Всевышний Аллах примет наши намерения, во-первых, искренние намерения, и в дальнейшем пусть Всевышний Аллах поможет нам именно достичь удовольствия Всевышнего Аллаха. Нас на сегодняшний день много, как один ученый спрашивает, считает сколько миллиардов, да, но во время пророка, саллаху алейхи вассалям, их было количеством мало, но они были как золотом, да, но мы сегодняшний день как солома, да, ведь? Наверное, вы признаете это. Но будем надеяться, что будет лучше и лучше, иншаллах. Ну, что мне понравилось в этих маджлисах, да, вот, субханаллах, все то, что говорили, альхамдулилля, обрадовало, но самое такое уже, субханаллах, Хаджи Махди, когда мне грустно, я на самом деле открываю YouTube и смотрю его. И все, субханаллах. На самом деле, джазакаллах хайран, тебе отдельно прям, на самом деле, Всевышний Аллах дал нашему брату такой дар, когда он начинает разговаривать, все внимательно слушают, альхамдулилля. Ну, пусть Всевышний Аллах всем даст баракат. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджма'ин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك أنت الكريم الحليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة جزاكم الله خيرا السلام عليكم